Ребята, здравствуйте! Мы с Куйгарышем снова приветствуем вас в школе мордовских языков на уроке макшанского языка. Шумбрат Адакельга Маялгат, Шумбрат Кристина. Ребята, сегодня у нас будет необычный урок. Мы его посвятили одной из знаменательных дат в жизни нашей малой родины – Мордовии. И нам его хочется начать со строк известного макшанского поэта, члена литературного объединения «Слобода» Филиппова Григория Ивановича. В своих стихах он восторгается красотой, звонкостью и певучестью макшанского языка. Ваймок шанкяль, тонко нашкава валдат, ирвалня те кунарден пингста сай, мазяра тяштались, стеняра валтат, катк эздаст в кяйске ковга афюмай. Друзья, не случайно мы выбрали эти строки, потому что 16 апреля не только Мордовия, но и вся Россия отмечает замечательный праздник – Всероссийский день мордовских языков. Поэтому наше сегодняшнее занятие мы посвятим мордовским языкам – макшанскому и эрзянскому. Итак, тема нашего урока – Мокшерзянькяленьши – День мордовских языков. Каждый год в рамках празднования Дня мордовских языков Мордва, Мокша и Эрзя проводят различные мероприятия, посвященные этой теме и направленные на сохранение мордовских языков. Сюда входят классные часы, тематические уроки, круглые столы, конференции, олимпиады и конкурсы. Ребята, и сегодня на уроке мы хотели бы познакомить вас со стихотворениями мордовских поэтов, в которых воспевается красота, богатство и выразительность макшанского языка. Послушайте стихотворение Емельяна Ивановича Питаева о родном языке. В переводе на макшанский язык вслушайте звучание макшанского слова и попробуйте определить на слух, какие сравнения использовал поэт в своем стихотворении. Мазы кяленьки, пяк мазы, тундань варх мы демулаца, кода пить не казни, кода марлю панджесаца, мес миндейник сонынь мазысь, мес сон шнасась гепуть вмяльса, сяс мес ватень валфнынь азаськ, тядянь авань родной кяльса. Ребята, в этом стихотворении Емельян Питаев сравнивает родной язык с весной, бесценным даром, утренней зарей, цветущим садом. Первое слово ребенок произносит именно на родном языке. Друзья, я хотел бы прочитать для вас стихотворение Ивана Кудашкина «Шачем краняй, атянявань мастер», в котором поэт восхищается своей родиной, с гордостью и любовью говорит о людях, которые прославили родной край и язык. «Шачем крайняй, атянявань мастер, седите петь, сеть ми уженяй, пизик не тон кепсих пиже каштерв, паркциса, щав лаймать не первстяйхть. Шачем крайняй, лажат втреть васта, садатядять австак сем бетонь, ват, мзяра стирь и чора кастать, а не лять, мзяра валда йонь». Спасибо, Куйгарыш! О языке сложено немало стихов. Послушайте еще одно из них. Его автор – современная макшанская поэтесса Попова Мария Алексеевна. Марша. «Мокшить велькса, сенем менельсь, мокшень паксяса, ройсь кенерсь, тяса ирайло мантнал, конац канды мокшень вал, конац морай мокшень мора, мокшень мазы тёвксын кяли, мокшень пара ваймонь мяли, мокшень ши и мокшень валда, морхне кайгих седи алда». В этом стихотворении Мария Попова говорит о силе языка, объединяющий народ, связывающий поколения, богатство народа и его душа в языке. Мы, вслед за поэтессой, призываем вас всем сердцем, всей душой беречь свой родной язык. Ребята, конечно же, это только маленькая частичка поэзии мордовского народа на макшанском языке, с которой мы соприкоснулись сегодня на уроке. Мы надеемся, что прочитанные сегодня строки затронули ваши юные сердца, и у вас появился интерес к изучению мордовских языков. Ребята, как же быстро пролетело время! И
И, к великому сожалению, наше занятие уже подошло к концу. Мы надеемся, что он вам понравился, и вы снова посетите наш урок макшанского языка. В заключение мы бы хотели вас поздравить с чудесным Всероссийским днем мордовских языков на макшанском языке. Мог жерзяншить марта кельгама ялгат, корта думокшиксы эрзякс, косы бафали деули. Тясть юксне, ван в тестядянь алянь кялентень. С Днем мордовских языков, дорогие друзья! Разговаривайте по-макшански и по-эрзиански, где бы вы ни были. Не забывайте и берегите родной язык. Няемызын кельгама ялгат. Вася Димазанг!